Чебоксарах состоялся отчетный форум Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия». Единороссы подвели итоги работы за 5 лет. Несмотря на санкции и пандемию, партийцы показали достойные результаты. Какие законопроекты за прошедшие 5 лет были приняты, какие инициативы «Единой России» реализованы и как они повлияли на жизнь людей, расскажем в нашем сюжете. Отчетная кампания накануне стартовала в Театре оперы и балета. На форум собрались около 250 партийцев из всех районных отделений. Алена Аршинова, секретарь регионального отделения партии, отметила, что за 5 лет была проделана большая работа, особенно в сфере образования. Было построено 19 детских садов и 7 школ. Обновлены пищеблоки. Младшеклассников кормят бесплатными горячими обедами. Более того, больше сотни школьных спортивных залов отремонтировали и оснастили новым оборудованием. Также в республике заработали детские технопарки. Но это еще не все. До конца года в Чувашии откроются еще 9 детских садов, почти на 2000 мест. Кроме того, одно из предложений, на которое опирался наш президент, это выплата классным руководителям. Вот это 5000, которые действительно важны каждому педагогу сверх того, что уже до этого было предложено в качестве оплаты труда. И поэтому нам очень важно, что 6900 классных руководителей в нашей республике получают сейчас эту выплату. С нового учебного года такую же доплату начнут получать кураторы групп в техникумах и колледжах. Алена Аршинова отметила, за последние 5 лет финансирование сферы образования из федерального бюджета увеличилось в 2 раза. На сегодняшний день эта сумма равна 1 триллиону 104 миллиардам рублей. Не оставили без внимания и семьи. Более 1000 мам и пап в Чувашии смогли получить льготную ипотеку. По инициативе партии был увеличен размер материнского капитала. И это лишь малая часть проделанной работы. И подчеркну, что на текущий момент более половины медицинского высокотехнологичного оборудования было заменено во всей республике, что тоже очень важно. Авиасанитарная служба сейчас работает, и комфортная среда в поликлиниках, и бережливое производство введено, и новый хирургический комплекс онкодиспансер республиканского, новые поликлиники. Партия «Единая Россия» формирует по-настоящему народную программу. Она основана на конкретных пожеланиях избирателей, отметили на форуме. Наиболее важные законы, которые, на мой взгляд, необходимо отметить, это жители республики удостоены звания ветерана труда, получат компенсацию расходов по уплате взносов на капитальный ремонт. Увеличен размер материнского капитала до 150 тысяч рублей. Сохранено право на присвоение звания ветерана труда Чувашской республики. Освобождены от уплаты транспортного налога опекуны многодетных семей или попечители ребенка-инвалида. Сделано очень много, но предстоит сделать еще больше. Такую задачу поставили перед собой партийцы по окончанию встречи. Разумеется, учитывая мнение избирателей. Многие вопросы, на которые были обращения, нам удалось решить, но еще много осталось нерешенных вопросов. Понятно, что многое сделано, я очень часто говорю, и однопартийцы говорят, соответственно, еще больше нам предстоит сделать. Есть вопросы, которые не до конца доведены, но сегодня уже видна перспектива, видны горизонты. Старт сбора наказов уже тоже был дан буквально на прошлой неделе, поэтому мы сейчас спрашиваем наших жителей, какие сейчас основные приоритеты, и отчитываемся перед людьми о том, что было сделано. Сейчас подводим фактически итог предыдущему циклу, который завершается, и входим в новую уже предвыборную траекторию. Екатерина Данилова, Владимир Синдеев, Вести Чувашия.